Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Якутия – один из немногих регионов, где, несмотря на пандемию, сохранились высокие темпы строительства. Как обеспечивают качество строящихся объектов? Гость студии сегодня Влад Пермяков, первый заместитель руководителя управления государственного строительного и жилищного надзора Якутии. Влад Михайлович, здравствуйте. За какими объектами строительства ведется надзор вашим управлением? Ну и вообще, еще какими вопросами занимается управление Госстройжилнадзора? Так, ну для начала надо понять и определить для себя, что такое контроль и надзор. Так? Контроль за строительством, он должен проводиться всегда. Со стороны заказчиков, со стороны, вот допустим, если даже мы строим у себя на участке частный дом, мы все равно же переходим, контролируем за своими рабочими. Точно так же строительный контроль должен проводиться за всеми объектами капитального строительства, вне зависимости от площади, финансирования и так далее. Но вместе с тем государство определило, что по некоторым объектам должно проводиться надзор со стороны государства. Градкодекс говорит, что это объекты свыше 1500 квадратных метров и более 2 этажей. Все объекты, которые подпадают под эти критерии, обязательно должны проходить экспертизу и государственный строительный надзор. На сегодня у нас в управлении около 394 объектов. В среднем оно варьируется у нас 400-450 объектов капитального строительства. Новые приходят, старые уходят. В целом по вот такие рамки. Значит, предметом нашего надзора является соблюдение и надзор за соответствием строящихся и построенных зданий требованиям технических регламентов, проектной документации. И итог нашей работы – это выдача заключения о соответствии построенного здания. После выдачи заключения только от администрации муниципальных образований могут выдавать разрешение на работу. То есть без нашего заключения вот эти объекты не могут вестись в эксплуатацию. Кроме того, для информации, наше управление не только строительным надзором занимается, и кроме этого у нас есть еще и жилищный надзор. Это в основном работа с управляющими организациями, это работа с ресурсоснабжающими организациями и в основном это работа с жалобами, восстановление жилищных прав жильцов, которые живут в многоквартирном доме. Кроме того, у нас еще есть отдел межлотного мониторинга и отдел по капитальному ремонту. Вот, кстати, вопросы капитального ремонта, они тоже попадают под ваш контроль? Да, но тут надо пояснить. Так? Сам по себе капитальный ремонт, он не подпадает под надзор. Вот если мы решили провести капитальный ремонт, допустим, какого-нибудь дома или объекта образования, допустим, то он не подпадает под надзор. Подпадает под надзор только если будет реконструкция. Но с 2013 года у нас новая система капитального ремонта. У нас по всей стране созданы региональные операторы по капитальному ремонту. У нас это фонд капитального ремонта РСЯ, значит, действует с 2017 года. Вот деятельность вот этих операторов, она как раз таки подпадает под надзор. То есть, если поступают жалобы жильцов, что некачественно проведен, допустим, капитальный ремонт, если по срокам вопроса, реализация региональной программы, по взносам вопроса, то если поступают жалобы, то деятельность, проверка идет действий фонда капитального ремонта. В этой части у нас тоже надзор есть. Есть ли какие-либо особенности в проведении строительного надзора, например, за объектами жилищного строительства или другими сооружениями? Статус объектов у нас у всех одинаковый. Да? Будь что это школа на 50 мест или школа на 990 мест, везде приказы, дело и прикрепляются инспекторы. У нас тут по направлениям, допустим, есть отделы, тут больше специфика объектов. Значит, есть отдел по строительству жилья отдельно, есть отдел по надзору за объектами общественного назначения, школы, детсады и так далее, больничные комплексы, допустим. И одно из направлений – это линейные объекты, это промышленные объекты, это котельные, более специфические такие объекты инженерного обеспечения. Это вот первое разделение. Второе, значит, исходя из источников финансирования, они у нас в бюджете или в госпрограмме всегда делятся по программам. Значит, есть объекты национальных проектов, нацпроекты, федеральные программы, республиканские программы. По ним, помимо нас, еще есть очень много контрольных органов, начиная с прокуратуры, общественные организации. И федеральные средства всегда на особом счету на контроле. Поэтому здесь у нас особое различие в чем? Да? Допустим, строит коммерческая структура за свой счет какой-нибудь торговый центр, он всегда может поменять свой график производства работы. Допустим. Он решил сдать в этом году или в будущем году, исходя из своих, допустим, может быть, финансовых возможностей.
что и всегда он может поменять свой график производства работ, да, и нас уведомить об этом, и мы корректируем свои проверки. А по объектам федеральным, допустим, такой возможности практически нет. То есть поставлена задача закончить до конца, допустим, 2022 года. Вот тут будь добр, построй до 2022 года. И там, если не исполняется обязательства, то какие-то санкции появляются. Поэтому, исходя из этого тоже у нас приоритизация есть. Но, опять-таки говорю, что у нас статус у всех одинаковый. А насколько часто выявляются нарушения и какие меры ответственности применяете? Ну, в цифрах, если сказать, да, 2021 год у нас проведено 1500 проверок и выявлено нарушений 1800, ну, там с копейками. То есть, ну, практически каждый выезд, ну, кое-какие нарушения все равно выявляются. Да. Другое дело, это более серьезные нарушения или несерьезные. Значит, мы упор, конечно, делаем на безопасность. Да, это в первую очередь несущие конструкции. У нас в основном несущие конструкции — это железобетонные конструкции. Значит, если мы на северах где-то вот отдаленных местах строим, то там вопросы с качеством бетона могут возникнуть. Да? У нас там на местах нету заводов бетонных, допустим, поэтому приходится делать на местах. Так что вот в таких моментах мы можем дополнительно потребовать какие-то обследования, чтобы убедиться в качестве бетона. По штрафным санкциям. Ну, после каждой проверки, если выявляется нарушение, мы выдаем предписание. Потом составляется протокол, акт, и уже идет административное дело производства. Значит, мы здесь в основном работаем по одной статье 9.4 КоАП. И две части. Первая часть — это более такие несерьезные нарушения, а вторая часть — это в основном нарушения, которые влияют уже на безопасность и на жизнь и здоровье граждан. То есть здесь у нас тоже градация по штрафам. Да, по первой части от 100 до 300 тысяч может быть нарушение, по второй части это от 300 до 600. Кроме того, у нас административное дело производства может проводиться по статье 9.5. Это КоАП, это строительство без разрешения на строительство или эксплуатация без разрешения на воду. Это считается серьезными нарушениями, поэтому здесь штраф довольно-таки тоже серьезный, от 500 до 1 000 000 рублей. Да? Вот в прошлом году осенью как раз такой случай такой был. На улице Жуковского упала опалубка. Такой большой грохот был, по WhatsApp гулял видео. Вот там у нас был штраф до 1 000 000 рублей, допустим. Да, это грубое нарушение, и за повторность, конечно, еще серьезный штраф может быть. А само население к вам обращается, например, да, по готовому жилью, например, построили дом, они заезжают и видят какие-то нарушения. Да. Да, или обнаружат в течение года нарушения, обращаются ли к вам, и можно ли подать заявление? Во-первых, у всех застройщиков, да, есть гарантийный срок 5 лет, ну, до 5 лет, да, в зависимости от конструктива. И первый год, конечно, там бывает регулировка окон, допустим, где-то дует, где-то влажность, конечно, обращаются к нам, мы перенаправляем к застройщику, в большинстве своем они реагируют быстро, составляются план мероприятий и своевременно устраняется. Это по новым объектам, да, по уже объектам, где прошла гарантийный срок, также могут там обратиться. Это в рамках уже жилищного надзора, уже у нас инспектора выходят по работе, допустим, управляющей компании, которые должны обеспечить, допустим, текущий ремонт и так далее. Поэтому по таким вопросам, да, обращаются и впредь могут обратиться как информацию. Ну а если, например, говорить о быстро возводимом жилье на севере, обращаются ли там? Были случаи, да, вот когда первые начали строить, там, сейчас не соврать, Момский район, по-моему, был, там построены были объекты из быстро возводимых конструкций, и там были такие проектные нарушения, и мусть холода появляется, и, соответственно, там температурный режим не совпадает. Ну, по таким вопросам у нас также есть комиссия Министерства строительства по объектам, которые построены в рамках этих национальных республиканских программ. И каждое обращение комиссионно рассматривается, приглашаются подрядные организации, сроки даются. Если не хотят исправлять, то уже в судебном порядке может быть даже принуждение к исправлению своих ошибок. Какие антикризисные меры поддержки строительной отрасли сейчас введены в республике? И, на ваш взгляд, необходимо ли внести изменения в действующее законодательство? Антикризисные меры, не секрет, даже сейчас все строители немножко обеспокоены ростом цен, там еще и с пандемией, рабочая сила. Это работа ведет правительство наше, в частности, Министерство строительства, и правительство Российской Федерации, естественно, да, оттуда все идет.
Тут уже предприняты некоторые шаги, да, нормативная база уже разработана на уровне федерального, сейчас уже должны это реализовывать. Это первое, допустим, как пример, да, увеличение первое, это, конечно, самая главная составляющая финансовая часть. Контракты подписаны по старым ценам, сейчас уже металл не тот, дерево там в 2 раза подорожало буквально, если не 3. То тут пересматривают стоимость контракта. До 30% могут увеличить стоимость контракта, ну, если, естественно, надо доказать, да, затраты. То же самое, значит, по переселению программы. Там изменяется порядок финансирования тоже, да. Потом еще есть такой механизм авансировать до 70% до начала строительства, чтобы застройщик заранее купил все строительные материалы и не привязывался уже к росту строительных материалов в будущем. Это тоже касается транспортной схемы, чтобы заранее завести, допустим, тем же зимникам в северные районы, чтобы вовремя сдать объект. А что касается нашей части, да, вот надзорных органов, вышло в этом году, вот в марте буквально недавно, постановление правительства 336 об особенностях проведения контрольно-надзорных мероприятий вот в 2022 году. Он указывает, значит, там первое, это мораторий на плановые проверки уже в этом году. Значит, второе, это особенности проверки, да, тут особые моменты, это, допустим, согласование с прокуратурой некоторых контрольно-надзорных мероприятий. И при решении проводить контрольно-надзорные мероприятия должна быть веская причина, первая, да, или какая-нибудь угроза жизни и здоровья граждан. Вот такие моменты сейчас уже приняты, и в будущем уже еще будут корректироваться. У нас остается совсем немного времени. Влад Михайлович, как вы оцениваете качество возводимого жилья сегодня? В целом, я бы сказал, неплохо, да, в целом. Конечно, возникают вопросы, моменты, вот, когда мы принимаем какие-то меры и со стороны, допустим, и министерства, и вот, государственных учреждений наших. Но я бы сказал, что, в принципе, в целом у нас строительный комплекс, в принципе, зрелый. Он сегодня, я считаю, что наш стройкомплекс уже готов к объектам практически любой сложности. Есть, конечно, вот в этой части у нас, я уже говорил, да, качество, конечно, уже регулируемая вещь. Влад Михайлович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо. Ну и напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.